Доброе утро, уважаемые телезрители, телеканал Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии. На календаре сегодня уже 23 декабря, день недели, пятница, последний рабочий день, пятидневной рабочей недели, если, конечно, иметь в виду только это. Да, и вместе с вами трудовую неделю завершаем мы, Екатерина Винокурова, Павел Танин. И вот что мы сегодня вам расскажем и покажем. Эфир мы начнем с приготовления полезного завтрака. Это гуакамоле, холодная закуска, в основу которой всегда используют свежую зелень и овощи. Далее мы с нашим гостем в студии поговорим о правильном питании. У нас в гостях будет специалист-диетолог Ульяна Лебедева. Далее вас ждут новогодние новости. Узнаем, можно ли дарить на Новый год символа предстоящего года кроликов. Ну а помимо этого, конечно, ждут вас наши традиционные рубрики «Мой питомец», даты и события и другие. Ну а завершим мы наш эфир музыкой традиционной пятничной. Ну и не забывайте, конечно, про наш телеграм-канал, который можно легко найти ручным поиском, или же вот QR-код на экране отсканировать своим смартфоном, попасть на наш канал. Много всего интересного в течение дня, не только утром там появляется, можно и за новостями следить, что-то интересное для себя узнавать не только вот в эфирное наше время, но и вообще в течение всего дня. Ну а давайте теперь познакомимся с погодой на день 23 декабря. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 32-38 градусов мороза. В Заречной группе 26 и 30, в южных 31-35, в Вилюйской группе 35-39, в Нижнеленских 35-40. В западных 32-39, в Колыме-Дигирской от минус 15 до 34 градусов. В Янских 19-32, на северо-западе 23-27. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 31 градус, атмосферное давление 771 миллиметр, ртутного столба штиль. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер северо-западный со скоростью 1,5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 28-29 градусов мороза. Вот сейчас время, наверное, самое утреннего приема пищи. И вообще, чтобы день не испортился, а был хорош, я думаю, с самого утра нужно себя позитивной энергией заряжать. И, к слову, даже тарелка, обычная тарелка, может повлиять на ваше настроение. Ученые из Портсмутского университета Великобритании обнаружили, что цвет тарелки влияет на вкус еды в ней. И исследование было опубликовано в журнале Food Quality and Preference. В эксперименте приняли участие почти 50 человек. Команда планировала изучить их пищевую неофобию, то есть нежелание пробовать новую пищу. Всех добровольцев разделили на две группы: люди придирчивые к еде и непривередливые. Всем испытуемым подавали одни и те же закуски в красных, белых и синих мисках. Результаты показали, что восприятие солености и желательности продуктов зависели от цвета тарелки в первой группе, но не во второй. Так, в красных и синих тарелках пища казалась более соленой по сравнению с пищей в белых. Красные тарелки также делали еду менее привлекательной. Ученые считают, что такая закономерность может объясняться тем, что соленые продукты зачастую продаются именно в синих упаковках. Остальные закономерности исследователи продолжат изучать. Они также хотят выяснить, как люди реагируют на другие цвета тарелок. А еще, знаешь, я когда-то слышала, что именно в синих тарелках рекомендуется употреблять пищу, потому что именно синий цвет влияет на то, чтобы не переесть. Да, надо взять на заметку эту историю, но говоря про вкус еды непосредственно и говоря про завтрак в частности, самое время приготовить что-то очень вкусное, что независимо от цвета тарелки все равно будет радовать того, кто будет это есть. Доброе утро, меня зовут Андрей Мустяца, я шеф-повар ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим гуакамоле на безглютеновом хлебе со слабосоленой форелью. Гуакамоле – это мексиканский соус, который популярен во всем мире. Ну что, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобится слабосоленая форель или любая другая рыба, которую вы любите, авокадо, помидоры черри, можно взять обычные помидоры, кинза, красный лук,
сок лайма понадобится или лимона, соль, ну и, собственно, безглютеновый хлеб. В первую очередь возьмем авокадо. Авокадо выбирайте, всегда должен быть мягкий, то есть при надавливании пальцем он должен быть как пластилин. Если вы возьмете жесткий авокадо, то гуакамоле у вас не получится. Ну и в принципе он вообще горький и невкусный. Так, начинаем с очистки авокадо. Чистится оно очень просто. Разрезаем его вот так вот на две части вдоль косточки. Теперь авокадо пробиваем в блендере до однородной консистенции, но можно размять его и вилкой. Но я привык пользоваться блендером. Так, у нас получается такая вот авокадная паста. Выкладываем ее в миску. Нарезаем красный лук. Нам понадобится примерно четвертина. Этого будет достаточно. Добавляем его к авокадо. Нарезаем помидоры черри. Произвольно, можно кубиками, можно дольками, как вам больше нравится. Я нарежу такими вот дольками. Можно использовать обычный помидор, ничего страшного. Так, этого будет тоже достаточно. Так, добавляем авокадо. Так, фишка этого соуса, что туда добавляется кинза. Я вот возьму буквально пару веточек, тоже нарежу их мелко. Так, щепотка соли, немного перца. Вообще используют в Мексике красный острый перец, но я добавлю черный молотый. Так, и сок лайма. Лайм немного помнем. Разрезаем на 4 части. И примерно 1/4 дольку выжимаем. Итак, теперь все перемешиваем. И у нас получается тот самый гуакамоле. Все перемешали. Попробовали на соль, на перец, всего ли вам достаточно. И отставляем в сторону. Тем временем подсушим безглютеновый хлеб на сковороде. Нарезать можно какими угодно формами. Я вот такими ломтиками нарежу. Мне 2 будет достаточно. И подсушиваем на сковородке до хрустящей корочки. Так, безглютеновый хлеб полезен тем, что в нем не содержится муки, и он очень полезен для пищеварения. Итак, наши тосты готовы. Приступаем к сервировке. Выкладываем тостики на тарелку. Сверху наш замечательнейший просто гуакамоле. Какой он сочный. Восточный, точнее мексиканский. И украшаем микрозеленью. У меня есть вот просто редис, мы сами в нашем ресторане выращиваем. Итак, наши тосты с гуакамоле и слабосоленой форелью готовы. А я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Приятного аппетита Действительно, всем, кто завтракает. Завтрак, тем более, такой очень полезен. В основном, что овощи и рыба. Рыбка, да. Слабосоленая, значит, фактически, сырая, можно сказать. без Да, вот всякой как раз таки прижарки. об овощах, да. В эти дни по всей стране проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Специалисты отмечают, что надо не только вести здоровый образ жизни, но и питаться правильно. Да, одним из основных принципов правильного питания является достаточное потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 грамм. А как правильно питаться в наших суровых условиях, нам расскажет наш гость студии Ульяна Лебедева. Ульяна Михайловна, Ульяна доброе утро. Михайловна. Доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно, в наших суровых условиях, если мы говорим об овощах все-таки, и транспортная доступность и так далее, вопрос достаточно неспокойный, скажем так. Как в наших суровых условиях правильно питаться? Доброе утро еще раз.
Ну да, с 19 по 25 проходит вот эта неделя популяризация потребления овощей и фруктов. Я еще как специалист, вот как вы отметили, в условиях Арктики, субарктики, да, проживающие в республике Саха-Якутия, еще добавляю и ягоды, да, потому что у нас арсенал вот этих дикорастущих ягод очень огромный, и поэтому для использования, для потребления этих продуктов, да, нужно дать огромное значение. Что касается потребления, вообще, ну и мы работаем по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует вот эти виды продуктов, да, овощи, фрукты и ягоды, вот в достаточном количестве. Ну, вы отметили, озвучили 400, не менее 400 граммов. И есть пирамида здорового питания, да, пищевая пирамида, по-другому называется, и состоит из 4 сегментов, да, и второй сегмент, который снизу, то есть уделяет один, снизу, да. второй сегмент, это первый сегмент, уделяется на хлебные, зерновые продукты, каши, да, а второй сегмент уделяется для потребления овощей и фруктов ну, в таком достаточном количестве, и ягод. Вот, и поэтому вот это даже показывает визуально, что вот эти виды продуктов, овощи, фрукты, ягоды, мы должны потреблять в достаточном количестве. Ну, конечно, в свежем, в сыром виде, да, но 400 граммов в свежем, сыром виде каждый день, ну, иногда бывает невозможно употреблять, и поэтому это объединяет во всем рационе, ежедневном рационе, эти 400 граммов должны находиться. Это в блюдах, продуктах, да, и в сыром, и в свежеприготовленном виде. Немножко хотелось бы уточнить, если мы говорим про пирамиду, а вот верхние 2 сегмента, это что, чего больше должно быть, белка или углеводов? Верхние 2 сегмента уделяются на мясо, мясные, рыбные, молочные, яйца, продукты и яйца, да. И самый верхний это, ну, такие недостаточно вот этих пряностей, соли. Ульяна Михайловна, мы продолжим наш разговор о правильном питании после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. В селе Киптин Горного района состоялся торжественный запуск волоконно-оптической линии связи и сотовой связи 4-го поколения ЛТЕ. Ростелеком подключили из Вилюйского района село Ликечон по столбовой линии через село Ортосурт. Общая протяженность линии составила 124 километра. С подключением одного из самых отдаленных сел Горного Улус официально стал еще одним полностью цифрованным. Новая инфраструктура связи создана на основе технологии GPON, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу онлайн-сервисов. В связи с отдаленностью села реализовать этот проект было непросто. Совместными усилиями Ростелеком, Вымпел коммуникации и администрации Горного Улуса удалось проложить линию по сложному маршруту соседнего Вилюйского района. На таких далеких, труднодоступных местах сопряжено со многими трудностями. И вот благодаря главе Улуса, Горного Улуса, да, Никите Викторовичу, мы в кратчайшие сроки смогли это осуществить, потому что Никита Викторович принял непосредственное участие в доставке оборудования, предложил там, чтобы не дожидаться, когда дорога появится и все такое, там, на болотоходах, там, любыми способами помочь перенести это оборудование в населенный пункт, ну и, соответственно, как можно быстрее его смонтировать, не дожидаясь зимнего периода. В Октябрьском наследии Нюрбинского района состоялось торжественное открытие единственного в Вилюйском регионе
мясного мини-цеха. Предприниматель Альберт Васильев еще с 2018 года начал планировать выпуск собственной мясной продукции. В прошлом году на свои средства ввел убойный цех. В этом году при поддержке проектов народных инициатив с администрации района был выделен 1 миллион рублей. Данные средства использованы на постройку и приобретение некоторых оборудований. Данный цех со следующего года начнет полномасштабную работу по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса. В данный момент мы как с Альбертом связались, мы с июля месяца это полностью цикл разработали, проект здания, подбор оборудования, потом пусконаладочный процесс произвели. Сейчас в январе будем обучать персонал и расширять ассортимент. В столице республики прошла презентация книги в дань памяти Ананию Каноновичу Андрееву. Ананий Андреев стоял у истоков государственности Якутии и внес весомый вклад в ее социально-экономическое и культурное развитие. Он являлся одним из организаторов хозяйственной, промышленной и технической модернизации республики 30-х годов, а также первым из якутов инженером-технологом. Он внес неоценимый вклад в развитие инженерии, коммунального хозяйства и энергетики. Стоит отметить, что благодаря его вкладу в развитие республики в 2015 году в селе Итыкёль Татинского улуса был открыт музей, который носит его имя. В этих материалах отслеживается непростая, во-первых, и судьба, да, которая сложилась у Анания Каноновича. Все вехи, эти страницы истории, они очень все там скрупулезно сложены. И что удивительно, совершенно молодые люди, уже имея, наверное, какой-то, небольшой жизненный опыт, да, по нашим меркам, они уже принимали такие исторические решения, которые до сих пор мы развиваем. В рамках 205-летия пожарной охраны Якутии коллектив Государственной противопожарной службы республики наряду с оперативным выполнением государственных задач по обеспечению пожарной безопасности участвует в благотворительных акциях. С начала октября в подразделениях активно продолжается социальный проект «Поддержи семью, установи АДПИ». Данная акция направлена для поддержки семей мобилизованных. Также руководители присоединились к благотворительной акции «Елка добра». Вместе сняли елочные шарики и исполнили желания детей. Самые популярные, наверное. Сегодня я со своими коллегами с радостью участвуем в благотворительной акции «Елка добра». Мы уже второй раз участвуем в данной акции, исполняем желания наших детей. Желаю нашим детям в новом году счастья, добра и здоровья. Доброе утро. Мы продолжаем тему правильного питания. У нас в студии Юлиана Михайловна Лебедева, главный диетолог Якутии. Юлиана Михайловна, мы много говорим о правильном питании, да, мы давно перешли на это самое правильное питание, уже сколько лет, да, есть такая тенденция и в Якутии, конечно. Но что все-таки под понятием правильное питание, правильно, если объяснить? В литературе под правильным питанием еще называют здоровое, рациональное, сбалансированное питание. Это питание, как в определении, да, питание, обеспечивающее нормальный рост, гармоничное развитие, да, и нормальную жизнедеятельность человека, способствующее сохранению и укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Что значит? Мы рост развития даем, для активного долголетия жизнедеятельность нормальную даем, и дальше уже укрепляем здоровье и предупреждаем болезни. Опять же, говоря про питание, многие люди сегодня, можно сказать, тоже тренд, да, там, на стройную фигуру, отсутствие лишнего веса и так далее. Кто-то диеты придерживается и так далее. Кто-то там говорит, что чтобы похудеть, там не нужно есть это вообще от слова совсем. В правильном питании все-таки есть ли какие-то прям конкретные запреты? Не то, что по граммовкам, там, по количеству, а вообще этот продукт никогда, ни в коем случае, если хочешь там быть здоровым и сильным. Или же все-таки есть можно все, но в норму, в каких-то там определенных мерах. Конечно, есть основные принципы здорового, правильного питания. Да? Это, во-первых, существует два закона. Да? И первый закон гласит о том, что
энергоценность пищи должна соответствовать энергозатратам. Да? И эта энергоценность пищи, она должна быть сбалансирована всеми пищевыми веществами, это макро-микронутриентами, да, белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и другими компонентами, биологически активными веществами. Тогда, конечно, вот эта сбалансированность, она составляет понятие правильного здорового питания. А как человеку свою норму вот эту понять, сколько чего ему в день нужно съесть? Калории, ладно, с калориями вроде понятно. Сейчас очень множество всяких и приложений есть, да, которые могут помочь посчитать энергозатратность человека и, соответственно, там Следить, выстроить. да. Да, а вот по остальным микроэлементам как быть? Ну, мы все разные. Для каждого человека отдельная Всё ситуация, индивидуально. индивидуальная. И поэтому сейчас мы работаем над персонификацией питания. Да? Для каждого отдельного человека отдельное питание должно быть и с калориями связано, и с сбалансированностью вот этих рационов. Да? Что касается норм, в прошлом году, через 14 лет, да, 21 июля 2021 года, с главным санитарным врачом подписано государственное нормирование, ну, такой документ, да, Анной Юрьевной Поповой, нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. Вот эти нормы, они получаются, ну, 15 лет назад, почти что в 2008 году предыдущие нормы были утверждены, да, и за этот период получены новые знания, да, и новые открытия, да, в пищевых веществах и в других компонентах пищи. Ну и параллельно, в может быть, зависимости ритм жизни этого, поменялся еще. для российского населения, для различных групп, в том числе для профессиональных групп, вот 1, 2, 3 по физической активности, 4, 5, 5 групп имеется, да, вот разрабатываются нормы. Нормы в калориях, нормы в пищевых веществах. И эти нормы, они у нас основные, ну, как основной документ принимается, да, вот этот документ, и для каждого случая как основной нормой для питания. Вот, например, для школьников, для девушек, юношей с 15 до 18 отдельные нормы, для мальчиков, девочек с 11 до 15 Тоже другие разные. нормы, или с 7 до 11 другие нормы, и для взрослого человека другие нормы. Каждую возрастную Да, и категорию. еще по половозрастным категориям тоже отдельные нормы. И поэтому, в принципе, вот основные понятия каждый житель нашей страны, нашей республики, ну, должны понимать и знать, да, и для этого вот наша передача, для того, чтобы мы их извещали и пропагандировали, агитировали, информировали. Спасибо, Ульяна Михайловна. Напомним, что проходит неделя здорового питания, правильного питания. Популяризации потребления овощей и фруктов. Отличного дня. Спасибо. Ну, а сейчас как раз самое время, когда мы ходим судорожно, да, по магазинам, в поисках суете, подарков. в поисках подарков. И если вы до сих пор еще не знаете, что подарить друзьям, коллегам или другим своему окружению, то вот вам один вариант одного прекрасного места, где вы можете для себя что-то подчеркнуть. Доброе утро, дорогие горожане! В преддверии новогодних праздников магазин умных игрушек «Развивайка» ждет вас, приглашает за подарками. У нас очень большой и интересный ассортимент. Хочу отметить, что у нас очень хороший ассортимент новогодних елок, качественные, они пожаробезопасны, не осыпаются. И по цене это самое выгодное предложение по всему городу. Я сам вчера ездил и смотрел по магазину. Только у нас, друзья, есть такой прекрасный фотоконструктор многоразового использования на Мозабрик. Он разных моделей состоит, а также есть алмазная мозаика. Здесь принцип такой, что через приложение вы конвертируете любую свою фотографию или изображение в формате Мозабрик, и
получаете задание, из получившегося задания вы делаете изображение. Приходите, пробуйте, украсит ваш досуг и станет отличным подарком для своих детей и знакомых. Чем занять себя в длинные выходные? Придут друзья или вы пойдете кому-то в гости. Можно прихватить с собой наши настольные игры. Здесь очень много самых популярных и интересных настольных игр, которые вообще есть в природе. Такие как и Монополия, Алиас, Кивоки, Активити. Ну, вообще очень много. Даже такую скучную игру, как лото, можно весело поиграть с друзьями. Все зависит только от вашего настроения и самочувствия. Дорогие друзья, хочу вам сообщить, что у нас сейчас действуют большие скидки, а также есть акция за оплату наличными, дополнительно 5% скидка. Приглашаем вас в наш уютный магазин умных игрушек «Развивайка» в торговый центр Туймада. Ждем вас с наступающим Новым годом! Вот вначале была показана елка, и вообще, да, некоторые, возможно, только в эти выходные поставят, уже последние выходные перед Новым годом поставят дерево символическое, но не обязательно обходиться искусственным деревом, хоть это сейчас и, в принципе, повсеместно. В Якутске стартовала продажа натуральных елок и сосен. Деревья к Новому году можно приобрести на базе Якутлесресурса. Всего в продажу поступило около 2000 деревьев. В ведомстве отметили, что елочки и сосны обычно раскупают к 25 декабря, поэтому стоит быстрее определиться с выбором. Редакция «Утро Якутии» узнала, где в Якутске продают живые елки, а продавцы и опытные покупатели рассказали, как ее ставить и как ухаживать за новогодней красавицей. До конца декабря осталось совсем немного времени, а это означает, люди готовятся к новогодним праздникам. А какой же праздник без новогодней елки? Мы сейчас находимся на территории Якутлесресурс, где, несмотря на холодную погоду, люди с утра пришли и покупают себе зеленую красавицу. Любитель живых елок Иван с утра уже на ногах. В этом году решил для детей сделать подарок и поставить дома настоящую ель из алдана. В морозное свежее утро главный атрибут праздника выбирал с душой. Еле вместил подарок в машину. А почему все-таки живая елка, а не искусственная? Есть же сейчас же много выбора для человека. И большие, и маленькие. Да, запах хороший. И настроение поднимается. Детям нравится? Да, конечно. В этом году для создания праздничной атмосферы заготовлено около 1000 деревьев из Мегины-Кангаласского и Алданского районов. В прошлом году лесные пожары и засуха отразились на внешнем виде деревьев. В этом году, благодаря обильным дождям, пушистые сосны и ароматные ели отличаются лучшим качеством. Искусственные деревья еще не полностью вытеснили натуральные елки, которые по-прежнему остаются фаворитами новогоднего праздника. Еще будет завоз. Постараемся на этой неделе мы сделать это. Ценовая политика у нас начинается сосны от 1000 рублей, ели от 1200. Покупают те люди, которые хотят видеть праздник у себя дома, как бы, так, чтобы это было, ну, как ощущалось, что это Новый год. Для запаха, чтобы украшения хорошо висели. Заготовки новогодних деревьев начинаются еще осенью. Зимой рубить хвойные не рекомендуется, поскольку с них осыпятся все иголки. Работники Якутлесресурс к транспортировке относятся максимально бережно, чтобы довести дерево в целости и сохранности до покупателей. При желании можно вырубить елку самостоятельно, однако для этого необходимо будет обратиться в якутское лесничество, чтобы получить официальное разрешение. Это не рекомендуется, потому что пока ее будешь спиливать, она все иголки отпадут. А так, да, с лесничества нужно взять билет на лесозаготовку, то есть разовый билет, чтобы заготовить сосну.
В морозное утро горожанка Лилия Васильевна делится воспоминаниями. Живая ель – это и образ детства, и ностальгия по советскому прошлому. Приехала в Якутию по распределению. Вспоминает, в советское время не было искусственных елок, поэтому для нее живые ветки со стойким ароматом – это путешествие в детство. Это хороший очень антисептик, защищает нас от простудных заболеваний. Вот в настоящее время тем более. Такой аромат стоял в прошлом году, такое наслаждение получила от елочки. Просто прелесть. Продавцы отмечают, сосна является самым беспроигрышным вариантом для украшения дома, поскольку она может простоять намного дольше, чем другие виды деревьев. Даже если поставить их сейчас, они простоят и после праздника и будут продолжать дарить новогоднее праздничное настроение. Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Якутск. Вот сразу вспоминаешь детство. В детстве у нас всегда стояла живая елка. Вот на самом деле живая елка намного лучше, на мой взгляд, чем искусственная. Единственный минус, который я вижу для себя и почему я не ставлю натуральную елку, это то, что она осыпается. Ну, то есть сильно, да. кто-то подсказывает, что можно там уксус долить, что-то, но к марту она в любом случае осыпется. Да, причем вот да, чем дольше она стоит, тем больше, соответственно, она и осыпается. Но зато какой аромат по всей квартире, да? Да. Ни с чем не сравнится. Ну а московский зоопарк обратился к населению с призывом не преподносить живых кроликов в качестве подарка, поскольку животное может пострадать. Об этом рассказала в своем телеграм-канале гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Кролик – символ 23-го года, согласно китайскому календарю. По словам Акуловой, кролик в качестве новогоднего подарка не лучшая идея. Важно помнить о том, что это серьезная ответственность. Часто люди не знают, что делать с этим презентом и какой уход ему необходим. В итоге зверек испытывает страдания, болеет, переживает сильный стресс и погибает. Она добавила также, что инициатива приобретения животного должна исходить от самого человека после того, как он тщательно обдумает собственные силы и возможности. Да, если хочется прям очень потискать кроликов, то, я думаю, можно исходить в наши контактные зоопарки, в которых достаточно кроликов, и там вдоволь насладиться общением с ними. Да. Ну, к слову, кстати, наша коллега Полина Долинская побывала в семье, которая занимается разведением кроликов. Как известно, кролики – это не только ценный мех, но еще и символ 2023 года, который в скором времени мы начнем отмечать. И сегодня, друзья, мы находимся на ферме, где познакомимся с этими прекрасными ушастыми созданиями. Посмотрите, как же символ года поживает. Знакомьтесь с нашим первым спикером. Кролики – самые трогательные домашние животные. Существует 3 основные причины разведения кроликов. Первая – это диетическое мясо, которое рекомендовано детям, а также людям, страдающим заболеванием печени, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и имеющим лишний вес. Второе – ценный мех и недорогие шкурки. Высокое качество кроличьей шубки ничем не уступает норковой. Ну и третье – хорошие домашние питомцы. В эту категорию входят декоративные и карликовые кролики, которых наиболее часто разводят в домашних условиях. Они очень хорошо ладят с детьми, не приносят много хлопот в уходе и содержании. Решившись на разведение кроликов в домашних условиях, вы должны позаботиться о правильном обустройстве их жилища. Различают закрытое содержание кролей в крольчатниках и открытое на улице в индивидуальных клетках, ямах и вольерах. Можно комбинировать способы содержания. В холодное время года держать ушастых питомцев в помещении, а с наступлением тепла выносить клетку на открытый воздух. Закаленные здоровые животные способны выдерживать до 20 градусов мороза. Едят домашние кролики практически все, что растет в огороде. Овощи, свежескошенный клевер, одуванчики или люцерну, а также приготовляемое из этих трав сено, которое должно выращиваться вдали от дорог. В рационе ужасных зверюшек должны также присутствовать фрукты и злаковые культуры. Овес, ячмень или пшеница. Питание кроликов в домашних условиях должно быть регулярным, а сено и вода постоянно присутствовать в клетке. Это овес? Да, это овес. Вот зацепим сюда. Всю банку или чуть-чуть? Нет, чуть-чуть. И ну вот у них водичка есть, водичку не будем наливать. Это вот еще пластик такой кожи. Ага.
Вот хлебушек сухой, Как хлебушек подавать? просушенный. Ну, открываем и кормим. А вообще, это стереотипное мнение, что зайцы любят морковку? Или же это все Нет, верно? они действительно любят морковку. Вот у них осенью это праздник, когда морковь, ну вот, в огороде, когда все растет. Вот для них, да, это радость. Капусту, морковку они очень любят. Следующий год пройдет под знаком черного водяного кролика. Но чтобы задобрить ушастого, не обязательно заводить настоящее животное. Для этого достаточно приобрести фигурку зайца, а на новогодний стол приготовить блюдо из моркови, капусты, а также фрукты, которые порадуют косого. Что будем желать в этом новом наступающем году? Ну, счастья, здоровья, конечно. Ну и мира всем. Ну а мы, конечно же, друзья, желаем вам здоровья, побольше наших прямых эфиров, которые будут для вас интересны и полезны. Ну и, конечно же, мира и добра в семье. Увидимся в следующих выпусках. Ну а прямо сейчас давайте узнаем сегодняшний день, чем же он знаменателен, какие события произошли. На календаре 23 декабря. Сегодня отмечают День дальней авиации ВВС России, День семейных корней, День снежных ангелов. В этот народный праздник чтят память Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. На Руси считали, что мученик Мина способен исцелять глазные болезни, поэтому люди обращались к нему с молитвами о восстановлении зрения. Также произносили заговоры для защиты от полуночниц, нечистой силы, которая будила детей по ночам. Яркие звезды на ночном небе в этот день сулят сильные морозы. Отчетливое созвездие Большой Медведицы предвещает снежный буран. События в этот день. Итальянским астрономом Джованни Кассини открыт второй по величине спутник Сатурна Рея. Из боевых самолетов Илья Муромец образован воздушный флот Российской империи. Был издан первый номер старейшей в России газеты железнодорожников «Гудок». В Москву из 7-летней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. В этот день родились Александр I Романов, российский император; Карл Брюлов, российский художник, представитель академизма; Владимир Немирович Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург; Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии; Чет Бейкер, американский джазовый музыкант; Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР; император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии; Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Фома, Степан, Сергей, Петр, Николай, Михаил, Лаврентий, Константин, Иван, Евгений, Григорий, Анатолий, Алексей, Александр, Фёкла, Татьяна, Евдокия, Анна, Ангелина, Александра. А сегодня в нашей традиционной рубрике «Музейный гид» мы расскажем о выдающемся якутском художнике Юрии Спиридонове, который внес свой непосильный вклад в развитие художественного искусства Якутии. Большую часть работ художник Юрий Спиридонов посвятил природе и людям Арктики. Лейтмотивом его творчества являются люди Севера, их душевное устремление, их заботы, их неравнодушие. В одном из интервью художник сказал: «Север – это состояние души». Юрий Спиридонов родился в 1952 году в поселке Косистый в Анабарском районе Якутской АССР на берегу моря Ламптевых. Он происходит из семьи потомственных оленеводов, которые вели кочевой образ жизни в тундре. Детские воспоминания о героизме северных людей и красоте арктического пейзажа определили основные сюжеты и мотивы творчества художника. Его картины с какой-то особой теплотой, любовью и искренностью открывают природу Севера, ее могущественную и в то же время хрупкую и ранимую красоту.
ее людей, открытых, отважных тружеников Севера. Произведения художника хранятся не только в фондах Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, но и представлены в многочисленных государственных музеях России, а также в частных коллекциях по всему миру. Картина «Осень. Ночь на стойбище» воплощает в себе образ, в котором соотнесены и сопоставлены друг с другом человек и мир. Пространственное построение картины характерно для человека, выросшего в тундре и привыкшего видеть над собой небо. Все органично, целомудренно и ясно в этом жизненном укладе с чередованием труда и отдыха. На полотне найдена та степень взаимоотношений человека с окружающим миром, которая возникает у автора в результате жизненных наблюдений. Юрий Спиридонов – один из немногих художников, кто перед большим миром сумел в живописи открыть суровую красоту природы и быта коренного населения Севера. За документальную точность и богатую образность его творчество называют летописью Арктики. Красота в ритме танца. Премьера на нашем канале. Танцуй. Скоро. Доброе утро, вы смотрите новости. Министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать на срочную службу россиян с 21 года до 30 лет. Необходимо поэтапно увеличивать возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва на срочную службу повысить с 27 до 30 лет, заявил министр. Он призвал также обеспечить гражданам возможность добровольного поступления на военную службу по контракту или призыва с первого дня прихода на службу. Кроме того, Шойгу призвал нарастить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, а в военных комиссариатах внести должность федеральной государственной гражданской службы и нарастить количество воинских должностей. День энергетика отметила одна из ключевых отраслей экономики. В этом году вместе со столетием Якутской ССР энергетики отмечают целую череду профессиональных юбилеев. Это 60-летие создания районного энергетического управления Якутскэнерго, 85-летие старейшего из действующих энергообъектов республики Якутской ТЭЦ, 55-летие каскада Вилюйских ГЭС, 15-летие теплоэнергосервиса и 5-летие самой молодой станции на вечной мерзлоте – Якутской ГРЭС-2. Показатели этого года энергетики озвучивают с гордостью. Объемы выработки электроэнергии за 2022 год составили 3 миллиарда 862 миллиона киловатт-часов. Объемы выработки тепловой энергии к концу декабря составят 2 миллиона 600 тысяч гигакалорий в час. Прежде всего, еще раз возвращаясь к Дню энергетика и к юбилею нашей компании, хотел бы поздравить всех сотрудников нашей компании, всех работников энергетики Якутии, ветеранов нашей отрасли с профессиональным праздником, с юбилеем нашей компании, пожелать им удачи, благополучия, здоровья и реализации всех намеченных планов и, конечно же, без аварийной работы. В Якутске провели показательные пожарно-тактические учения с целью отработки скорости реагирования и навыков тушения при пожаре на объектах с массовым скоплением людей. По легенде, в одном из торговых центров в магазине на втором этаже произошло короткое замыкание. После оповещения о возгорании администрация центра сразу эвакуировала посетителей и работников торгового заведения. В считанные минуты на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие спасатели, оценив обстановку, приступили к ликвидации условного очага возгорания. Всего в учениях участвовали 10 единиц техники, 43 огнеборца, а также сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. С поставленной задачей пожарные справились. Благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава подразделений пожарной охраны условный пожар был успешно ликвидирован. Данные учения проводятся для отработки ведения боевых действий по тушению пожаров, проведению эвакуации, проведению аварийно-спасательных работ на торговые центры.
а также отработка действий администрации объекта и службы взаимодействия. Справились с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Это по прибытию в течение 9 минут была подана ликвидация пожара, условного пожара. Наступает один из самых любимых праздников – Новый год. Многие любят встречать его с настоящей лесной елкой или сосной, пахнущей свежей хвоей. Незаконная вырубка деревьев может испортить праздничное настроение и повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность. Ежедневно Нерюнгринское лесничество проводит патрульные мероприятия. Заготовка осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Для получения разрешения гражданам необходимо обращаться в конторы участковых лесничев, взять с собой паспорт и свидетельство ИНН. Для массовой продажи заготовкой занимается организация «Якутлесресурс». Желающие могут приобрести сосну в розничной продаже на нескольких точках по улицам города. Елки приобрести можно в городе Нерюнгри, возле товаров для дома, плюс возле светофора в городе и в лесхозе в Тюльмане тоже. Готовим только сосну первый сорт. По высоте 2,5-3 метра и меньше. А почему именно сосна? А потому что в нашем районе ель запрещено пилить. На этом все. Хорошего дня. А мы вновь возвращаемся к новогодней тематике. Дворец детского творчества с 21 декабря начал новогодние утренники для учащихся школы Якутска. Сейчас у нас в гостях старший педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Диана Махначевская. Диана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, какие представления в этом году подготовили для ребятишек? С 21 декабря мы уже начали новогодние спектакли. Спектакль называется «Волшебие. Страна чудес», где каждый день мы принимаем свыше 800 детей городского округа город Якутск. Встречаем всех первоклассников, всех школ, образовательных учреждений города Якутска. Также мы подготовили платные спектакли 24 и 30 числа. И в январе у нас будет спектакль новогодний «Рождественская история». В этом году «Волшебие. Страна чудес» у нас подготовила театральный коллектив «Амигос», руководитель Иванова Варвара Васильевна. Чудесная сказка. Также детей встречают новогодние эльфы для интерактива возле елки. Танцевальная программа. Есть у нас новогодние комнаты, ретро-комната и фотозоны, где дети могут с классами сфотографироваться, возле елки потанцевать и пройти на увлекательный спектакль. Ну вот мы за кадром успели поговорить, да, об этих самых новогодних представлениях. И все мы в детстве посещали Дворец детского творчества. И ни одно поколение, даже старшее поколение наверняка помнит вот эти вот... Остались ли традиционные хороводы после сказок? Конечно, в этом зале с Дедом Морозом, вокруг главной елки дворца? После спектакля мы всех детей приглашаем в фойе второго этажа концертного зала, где у детей есть возможность потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой и с нашими веселыми эльфами, погрузиться в новогодний танцевальный флешмоб, хоровод, и потом они проходят на первый этаж, на наши фотозоны, где есть и комната советских времен елок, и, конечно же, более современные детские дизайны. А что нужно, чтобы на вот эти утренники, на эти представления попасть? Чтобы попасть на наши платные интерактивы, платные спектакли, нужно просто подписаться на телеграм-канал Дворца, на сайте есть вся информация, позвонить по контактным номерам и забронировать билеты. Также можете приобрести билеты непосредственно во Дворце детского творчества Кирова 20, где вас встретят координатор и уже укажет. А какие-то, не какие-то, а сколько стоит билет на представление? Есть ли какие-то, может быть, скидки многодетным и так далее? Стоимость билетов у нас символическая, 200 рублей всего лишь. И также после спектакля у нас будут или до спектакля, или после спектакля мастер-классы, где дети могут сделать новогодние поделки, символов года. И мастер-классы проведут у нас именно мастера народного промысла, что играет немаловажную роль, да, когда ребенок может прийти и уйти со своим уже сделанным экспонатом каким-то, да, также и спектакль увидеть, и потанцевать, и новогодние комнаты у нас еще есть по разным направлениям, где оркестр играет разные музыкальные
музыкальные новогодние песни. Есть у нас комната живого уголка, где есть символ года. Также у нас есть комната Рождество в Англии, где погружаются в иностранный язык и знакомятся с культурами англоязычных стран. И на первом этаже у нас есть новогодние комнаты, где есть именно более технические направления, где есть у нас хай-тек-цех, геоквантум, где детей уже опыты встречают новогодние. Ну а посетить представление могут только дети или вот любой желающий может? Нет, 5, 6, 7 января мы приглашаем всех жителей и гостей нашей республики на новогодний семейный спектакль «Рождественская история». Ну и на этой прекрасной ноте мы говорим вам спасибо за эту информацию. Спасибо. Ну и, конечно же, всем, кто задействован в спектаклях, тоже огромное спасибо будет и от зрителей, кто С придет. наступающим! Вас тоже с Приглашаем наступающим. на новогоднее представление во Дворец детского Да. Ну мы на этом с вами также прощаемся, дорогие телезрители. Прямо сейчас, по традиции, пятницу завершит музыкальная наша врезка. Ну а мы говорим вам до встречи. Да, до встречи в новом году! вернусь домой на закате дня.